Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i miłość Boga Ojca i jedność Ducha Świętego, niechaj budуть z wami усіmi. I z ducha Twoim. Сьогоднішня Євангелія говорить, Єсус покликав до себе учнів. Так само мы закликаны на эту Евхаристию. Это вас Иисус покликал, как вы сюда пришли, как пробовали зразуметь життя, яке Він нам сьогодні пропонує. Эту святую мшу справую за померлого Павел 2 года по смерти, Ірина, Станислав, Ірина, Янина, просячи для них о радости життя вечного у володарстве небесным. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadajcie Bogu Всемогутнему и вам, братья и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занепаем. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышине Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Дея великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владар небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи свету, прими моление наше. Який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, ухваляй Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты блукающим показал светло Твоей правды, как они могли вернуться на дорогу правды. Да поможи всем христианам откинуть то, что суперечит ихней вере, да имкнуться до того, до чего их Ты покликал, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог вразу все веки вечные. Amen. Читание книги пророка Амоса. Утыгни, Амосия, святая Бетлея сказал Амосу: разорцев, иди, утекай у земли Юды. Там ешь хлеб, и там пророчь, а у Бетлеи больше не пророчь. Бо Йорм святыня короля, и дом королевский. Отказывавший, Амос сказал Амосию: я не пророк, не сын пророка, бо я пастух, избиральник Сикаморов. Але Пан забрал меня от овечек и сказал мне Пан: иди, пророчь народу моему Израилю. Это Слово Божие. Дякую Пану.
Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорит Пан Бог, и Он спокоит безшай народу и святым своим. Соправдає возбавление близкое для тех, кто боится Его, и слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность устремятся разом, справедливость и спокой поцелуются. Верность вырастет из земли, а справедливость будет позирать с небесов. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пан одарит нас счастьем, а земля наша даст свой плод. Справедливость пойдет пироги и поставит на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Чтение другого послания святого апостола Павла до Ефесцев. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усилением духовным благословением в небесах. Воем выбрал нас у им и растворением свету, как мы были святыми и беззаганным перед им в любови. И Он предвозничал нас для усыновления Братства Иисуса Христа, поводле уподобания своей воли, деле хвалы своей прославленной ласки, якой Он одарил нас волнования. У им мы маем откупление ягонную кровью, дарование повинным, поводле богатия ласки ягонной, якое щедро одарило нас во всякой мудрости и разумении, дозволивши нам познать таит своей воли, поводле своего уподобания, якое ранее поклал у им для исполнения полноты часу, как объединять все в Христе, то, что на небе и на земле. Это Слово Божие. Дякую Пану. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай Отец нашего полного Иисуса Христа просветлит очи нашего сердца, как мы ведали, учим надея покликания нашего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia według Marka. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus poklикał 12 i począł wysyłać ich po dwoje i dał im władzę nad nieczystymi duchami. I nakazał im: nie bierzcie u dorogu niczego, a pracza tylko kija, ni chleba, ni torby, ni miedzi u pojasie, ale obuwаться u sandali i nie brać dwóch pokrywek. I сказал им: коли где войдете у дом, заставайтесь там, покуль не выйдете оттуда. И коли у яким месте не примут вас и не будут слухать вас, то выходячи оттуда, обтрасите пыл, что под ногами вашими, для сведчения супроть их. И пойшовши, они проповедали покаяние
i wyganiali szmat demonów, i szmat chorych namaszczali olejem i wyleczali. Гэта słowa Pana. Chwała Tobie, Chryste. Так як сказав у початку святої мши, сапраўды, Jesús сьогодні хоче нам сказати некалькі важных справ. Памятаете, я завжди повторяю, а еще раз припомню, что в Евангелии нема слова, которое так написано для связки слов, або для пригожости якогось здравого. Нет. Бо Дух Святий все так прецизійно вимірав, що пригоже так учить, але так само має свій сенс духовний. Єсус покликав 12. Чому Єсус покликав 12? Могли ведь 12 покликать Иисуса, но можно вести 12 до Иисуса, а Иисус кличет 12. Когда читаем Святое Писание, то будем далее читать, что Иисус пошел на гору и покликал своих учеников, и они так само пошли. В учни сели, и Иисус научал этих учеников. Иисус, идя в другое место, так само кличет с собой в учни. Но почему так робится? Потому что, браты и сестры, Иисус хочет запросить для себя, бо Он открылся. Памятаете, что тыдзень тому назад отбылося? Иисус Христос забрал своих апостолов 12 у мясціну, где жил, рос, працавал, а так само гуляўся як дзіця. Показал все кутки, показал все свое жыццё. И теперь Иисус кличет 12. Чи хочете меня такого, яким я ёсць? В отношеннях такого можно сказать что-то другое. Мы вельмі часто, коли хочем, то мы кличем Пана Бога. Мы хочем Пана Бога, как Он был такі, как Он гэта рабіў, гэтага не, как дозволил там на такие речи, на такие не дозволял. Мы хочем, как Пан Бог оздоровлял нас, давал нам ласку, здоровье, радость, супокой в сердце, счастье по-людски еще так само. А мы забываем, что Иисус Христос кличет о себе. И мы сегодня приходим не тому, что приносим интенции. Или не добро, что приносим интенции. Бог их ведает. И Он их выслухает, когда они будут згодні з Його волі. А не выслухает, когда Ему это поверится. Але Иисус Христос говорит, придите на меня. Придите и примите меня такого, как я есть. Примите мои заповеди, примите мой катехизм костела католического, примите мою моральность. Примите меня подчас Евхаристии, такого, как я даюся звичайно, у постаті білого хліба. Ми вельми часто маємо своє міркування наперед Пана Бога. Один мій святар колись розказував, що коли був на зустрічі молоді, було там більше 2000 молоді, молодь була побожна, розмовлена. Був такий час, що з мікрофоном підходили і задавали питання. Ну і там на все питання пробував відказати, що відказав, то відказав, що ні, то сказав, що наступним разом напише 10 на форум, або відкаже на сторонці Ютуба. И когда уже все закончилось, уже говорит, я пришел на обед, подошел до меня молодой человек. Он говорит, чи я могу ще ксенцу одно питання задати? Говорит, ну добре, давай. Чи ми споживаємо тіло Христа? Говорит, ну так, споживаємо тіло Христа. Та ми канібали. Як ми можемо їсти тіло Христа? Тіло через споживати. Святар говорит, ну это тело не стычное, оно уверенное, оно совсем другое представление. Але мы и так каннибалы. Як мы можем есть тело Христа? Ведаете чему? Бо это молодой человек. Попал в такую сторонку интернетовую, где правдоподобная моя назва, такую себе придумал, что чи створив Бог камень, який не подніме, чи ні? І там шмат молоді задають такі питання, але не тільки святерам і ксензам, але так само професорам і радницям не відказали. Я їм показав, що вони не розуміють. І вони не розуміють Пана Бога. Не розуміють. Пам'ятаєте, це мой приклад, що ми не розуміємо. Я його повторяю, але ще раз сьогодні скажу. Чи ми ведаємо, як працює процес в комп'ютері? Я не ведаю. Чи ви ведаєте, як працює руховик? Ну, може, ще бензиновий так, тому як іскра опадає, топливо опадає, воно воспламеняється. Але дизельний, як він воспламеняється, там немає ніякої іскри. Там є 4 такти. Сжимается топливо до определенного воздуха, до определенного стимула и подается топливо втреском, и оно выбухает, за тому працює дизельний руховик. Но это ведали, не ведали. А вы ездите на транспортных сродках, а малюсе на дизелях.
транспортные сродки городские. Мы так само користаемся, кожен з нас має телефон, комп'ютер. Користається цим. А чи ми не ведаем, чи можемо їх користатися? Можемо. Чи вони служать для нашого добра? Ну, конечно, служать для нашого добра. А Евхаристію ви розумієте? Я не розумію. Я свята не розумію. 6 годов чистой науки, теологии. Але я ведаю одно, что она служит для моего добра. Я ведаю одно, что конфессионал служит для моего добра, что сакрамент служит для моего добра. И справді, коли я не побуду в костелі, коли я не помолюся, коли я не прийму Пана Єсуса в своє серце, я чуюся не своїм, я чуюся другим, я чуюся нервовим. Чи не служить Евхаристія для добра? Служить святая душа. Чи ми Пана Бога зрозуміємо? Ні за що не зрозуміємо. Ми свого життя не розуміємо. А ми хочемо найсти, вельми часто молодежи подобается такое. Вздохнуть чимось и показать, а нема Пана Бога. А нема в что верить, бо нема на что отказать. Не знаю, как это все отбывается. Глядим далее. Иисус покликал 12, покликал «Придите до меня». Вы, может, меня не разумеете, а не придите и примите меня такого, каким я есть, я вам показал, каким я есть. И сегодня Иисус Христос закликает вас до этой святыни. Може, до костьола з великої літери К, які ми усі особисто разом творимо. На всьому світі, усі католики. Костьол з великої літери К. Прийдіть. Ісус Христос нас сьогодні сюди покликав. І говорить, увойдите в дом і застаньтеся там. Не виганяє нас отсюда. Читаємо далі. І почав висилати їх по двоє. Пам'ятаєте, що тиждень тому назад відбулося? Ісус Христос пришел в свою родимую местность, там, где его все знали, и написано в Евангелии было, и не мог он заробить там аниводного отсюда, только на нескольких хворых положил руки и оздоровил их. Чему не мог? Бо они насмехались из его и доброведы, бо они не имели веры. Нам эта вера потребна, как в нашем житті, так само Дух Отцу. А разумеется, теперь апостолов. Апостолы уже не первый день ходят с Иисусом Христом. Апостолы познали, что Иисус Христос має культі там кого-то такую, что робит такие проверки, кому сюда. И пришел Иисус в родильную местность и не может зробити кому-сюку. И апостолы думают, конец. Моц, яку явив Ісус Христос, його пропала. Хтось ці вкрав. Не можемо тут нічого зробити доброго. І попали в таку яму глибоку. Начали себе задавать питания, я думаю. Чи быть там с этим Иисусом Христом? Он-то родил, а теперь не может оздоровиться. Тут больных стоит. Мы бачим, кульгавых, а он не может их оздоровить. И что отбывается? Это наступный фрагмент. Евангелие то, что мы читали 10 лет назад. Когда эти апостолы не ведали, что с собой сделать, Иисус кричит. Ходите. И говорит, идите в свет, и вы теперь чините отсюда. Апостолы были на уровне таком, упали ниже, упали низко и отбились от дна, то есть еще выше. И они теперь тут. Идите вы, и читаем в Евангелии, пойшовши, и они проповедали покаяние, выгоняли шмат демонов, и шмат хворых навощали аллеи. Браты и сестры, в нашем житті так само. Коли приходите в гости випробування, коли нам здається, що в нашем житті нам ніхто не допоможе, коли мы уже живем на самом дне. Это момент, как мы открылись в гору еще раз. И как мы вознеслись только на высший уровень нашей веры, нашей отказности, нашей любови до другого человека. Может. И шмат других аспектов, которые Бог хочет просто как мы развили. Как мы не были на месте, как мы так само развивались не только интеллектуально, но и так само духовно, физично и умыслово. И почав висилати їх по двоє. Чому не поодинче? 12 больше мест на леве. А я сказал, идите по двое. А одному нельзя. И по мне назначал, так, Петр и Якуб, вы братья, может, не будете разом, вы будете Христос, по братья, завжди разница. С братьями другими. Я так приклад. Может, это таки был. И пошли по двое. Колисти, редемтористи, закон такий редемтористов, видишь так само у Минску. Редемтористи, колисти хотели обещать Слово Божие, на миссию выезжали, и они выезжали по двое.
Один проповедовал Слово Божие, да и я вам понял, а другой сидел, накладно сидел у ног. И коли Гэты говорил речи не спорно, той тянул его за хату. И говорил на голос: что ты говоришь неправильно? А чем ты научаешь? Стягивай его на низ. Бо по-твоему ты человек контролировался. По-твоему не выносится в гору, что я ж вам тут не скажу. А его, czyli другие был, как его другие, упаковать. Кто не бывал у их, кто они такие. И что дякуючи мне, не дякуючи Слову Божьему, не дякуючи Пану Богу, а дякуючи мне, вы сегодня избавитесь. Альбо кто-то не вернется до костела. Нет. И поэтому Иисус Христос посылает их под корень. Когда они и шли, и один одного упоминали, когда кто-то дал владу, не буду якую. Апостол могли увернуться, а кто-то мог тянуться и сказал, и шел в порядку, и всех оздоровлял. Подумал, кто они такие. И уже Бог бы им не требовал. А в Евангелии читаем, что даже как вы горы переносили, а любовью в сердце не верили, избавитесь. Нема збавлення. Цуди найбільше чинили. Нема збавлення. Бо потрібна любов для збавлення чоловіка. Ідемо далі. І дав йому владу над чистими духами. І наказав їм: не берите у дорогу нічого, а прочь хлеба, ни торбы, ни меди у пояса, але обуваться у сандалии и не опранать двух вопраток. А чему не наказал обуваться у сандалии? Там частые люди ходили так само просто. Я себе заинтересовался, почему не только что сказал, можно обуйте сандалии, но приказал: обуйте сандалии. Видите, чему? Потому что я вычитал, что без сандалов ходили невольники. А Иисус Христос их посылает, говорит: будьте свободными в том, что говорите. Будьте правильными в том, что говорите. Будьте без греху. Будьте без того, что вас оттягивает Пана Бога. Только эта правда своим прикладом да поможет вам сделать такие цуды, какие вы будете делать. Czyli my powinny być tak samo swobodnymi u naszych wyborach, u naszych postanowach. I сегодня у pierwszej черзі нам треба пробовать найти эту свободу. Свободу, яка допоможе кожному з нас по-справжньому відкрити Пана Бога. А затем короткий есей, czyli повтор. По-перше, Иисус нас кличе на себе. Мы маем Бога не родить подобного для себе, как нам так пасовал, а мы повинны пасоваться на Бога. По-другое, Бог нас высылает у життя по двоих. Мужик, жонка. Мы вельми часто пытаемся чьеś покликання książka быть цивилем, czyli одним у житті. Нема. Отчините Святое Писание, где написано: Бог створил мужчину, Бог створил женщину, как жили разом. Сегодня Иисус Христос посылает двое у життя. Навошта? Бо коли часами проблемы приходят у жонки або у мужика, так один одному допомагав, або стягивал на низко, показал, что пам'ятай, что маешь покликать на допомогу Пана Бога. Что маешь пам'ятать, что Богом ты створен. И наступная речь. И третье, это не будь невольником греху, але будь вольним. Будь вольним до справдної любові, до справдного покликання. Сьогодні чому нема у світі покликання? Тому що нема справдной любови. Справдная любовь – это такой огонек, который передается с одной свечки на другую, с одного вогнища на другое, который распаливает человеческое сердце и помогает человеку справді спознать Пана Бога и открыть его правду. Затем просим Пана Бога, как мы своим покликанием, покликанием дослушаться. Это вельми важное покликание, одно из наиважнейших. Как мы были верными Пану Богу, как мы не затратили той любові, яка є у нашому серці, як ми її розвивали, шукаючи у Бога, а так само просячи допомоги один одного. Вірувати на Бога, а й ця всього. Створителя неба і землі, всякого вашого і неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, за Отца народженного,
вера души века, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в славе, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына повозить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял раскаяние. Веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилки и життя вечного в будущем свете. Аминь. До Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с доверием несем субботние молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, капитана показал свету соправдный сенс Христового учения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівників держав, как они мудро вирішали існуючі політичні і економічні проблеми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто не приймає Христа, как вони повірили в Його і знайшли в Його ученні отказ на питання, які їх непокоять. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто опинився у тяжким матеріальним чи духовним становищі, як отримали доброзичливість і безкорисливу допомогу від родних і сябров. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близьких померлих в особливий спосіб, за Павла 2 года по смерти, Ирину, Станиславу, Ирину и Янину. Как добрый Бог принял благодарство с небесное, тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников в этой наисвятейшей хляды, как сегодняшнее споткание с Христом наполнило нас радостью и спокоем, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебе, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмежной любови праз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 247. Так я гляну, Пане мой, все мое життя, і тебе Твой, назавсюди, де моє серце погляді, ти любов моя, одиная. Та я дарую, Пане мой, все мое життя, і тебе Твой, назавсюди, де моє серце погляді, ти любов моя, одиная. Та я гляную, Пане мой, все мое життя, і тебе Твой, назавсюди, де моє серце погляді, ти любов моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу охвяру принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме охвяру з рук Твоїх
na proslavenie i chválu imię swojego, a tak samo na koryсть nam i всему Kościołu Świętemu. Miłosierny Boże, глянь ласкаво на дары Твоего Kościoła, перемени их в духовный посилах для Твоих верных, как примаючи воины взрастали в святости брат Христа Бога нашего. Аминь. Азари. И с духом Твоим. Укору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Соправдывенно это и справедливо, слушно и славоверно, как мы завсёды и всюду Тебе складали подяку. Пане Святый Ойче, всемогутный вечный Боже, праз Христа Бога нашего, боем злитости до грешного человечества, народився спадным Марии, праз свою муку на крыже избавил нас от вечной смерти, а праз свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами и всеми святыми мы обвещаем Твою славу, разом зими ускликаючи. Святый, 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 от Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа высшие, благословенный Твой, кто приходит у меня. Соправды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действою мocою Духа Святого Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру, тому у едности с усім Костелом. У первый день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебе. Освяти мocою Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на ахвяру, как стали святы, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо Ён у тую ночь, коли был выдадений, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим ученикам. Верите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich i podяку Tobie składający, błogosławił i podał swoim uczniom kawczy. Wierzycie i widzicie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Tak czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры, обвещаем всех свою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение.
спасение и чекаем Твоего прийстя. Panie, wspominający zmarłszy Bogu Twojego Syna, a tak samo jako cudowne воскресение i niebowszestie i czekając Jego drugого przyjścia, z podzięką składają Tobie гэтую живую и святую охвяру. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak охвяру, jaką Ty pożadał być umilостивлены. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczym z wybrannikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Pannej Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, ze świętym Archaniołem Michałem, aniołami, ze świętym Benedyktem i всеми świętymi, про zastupnictwa jakich my spodziejemy się na Twoją niestąpną dopomogę. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj гэтая охвяра нашего поjednania принесе всему свету супокой избавления. Будь ласкавый умацователь веры и любови Костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим Папом нашим Францишком, biskupом нашим Казимиром, с усими biskupami, усим духовенством и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбам этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей одешел к этому свету, милостиво прими у благодарства Твое, где и мы сподеемся быть, к образом зими, завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, prazu się wieki i wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj łaskawa upokoju dymi naszyja, da pomoży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje błogosławieństwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na greki nasze, ale na mieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, darycie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczny ja. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак спокою. Jaki wierzysz na sobie, raки свету, zmiłuйся над нами, Baranku Boży, jaki wierzysz na sobie, raки свету, zmiłuj się nad nami.
boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я, покликаний я на вечеру Ягоною. Аминь. Я не варты, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 254. Тиши, огонь своим молчанием, скрыть меня, белой Господи, забери мою сердцу, хлебной кишечек, огонь своим молчанием, скрыть меня, белой Господи, забери мою сердцу, омоги меня, как ты остался белым. Омоги меня, как ты остался белым. Благослови, подари, помишь ты правде, благослови, подари, помишь ты правде, верной тишине, огонь своим молчанием, скрыть белой Господи, забери мое тело, хлебной тишине, огонь своим молчанием, скрыть белой Господи, забери мое тело. Номер 253. Хвала, хвала, хвала тебе, Бог. Хвала, хвала, хвала тебе, Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебя гимн хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебя гимн хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Со мною, Боже, Ти завжди. Молимся. Умацованные Твоими дарами просим Тебя, Божа, как дякуючи уделу в этой сакраменте, у нас узрастал плен избавления враз Христа Пана нашего. Аминь. Объявим же воскресенье.
13 липня во вторник успомнить святого Генриха. 14 липня у середу успомнить святого Камила Английского презбитера. 15 успомнить святого Бонавентуры, бискупа и доктора Костела. 16 успомнить Najświętейшей Panny Maryi z Hory Karmelu. Adoracja Pana Jezusa w Najświętейшym sakramencie w intencji naszej rodziny będzie odbywać się następnym czynem. U poniedziałek Jezus nie będzie. Во вторник от 19:30 до 21. У середу, в субботу и в неделю от 14 до 19, в четверг и пятницу с 14 до 21. Под условиями, что будет дежурный. Коли ласка захочет записываться на дежурство во все дни, кроме понеділку і вторку в ці дні. Дякуємо за керування на будову святині, за спів і оправу літургічною, за прибирання каплиці тим, хто дежурив, хто доглядає квітки вокруг каплиці. У нас триває далі будова. Ми вже знизу в садках категоричних амаль виложили плитку. Так само у непристойно говорить, я говорю, в туалете общественном, так само плитка есть и на посадце, и на стенках. Занимаемся уже подготовкой до покраски, а затем останется только потолок, и уже можно будет амаль уживать, как мы сдадим это уже так воду и канализацию. Такие планы на ближайший час это котловня, якую полностью сформировать, и так само электрика. І коли це вже вчинимо, почитаємо кошти будови санктуарію, за які так само розуміємося. Маю надію, може, що в цьому році, а як ні, то в наступному, напевно, ясні. Коли нам Бог дасть здоров'я. Поэтому дякую за всі відкривання, які складаються на будову. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини юбілеї, хто чекає народження дітей. Помолимося за новоохрещеного Ілью і батьків їх росних, за новоженцев Александра и Катерину, о власти Божих для их. Помолимся за добродеев и охранодавцев нашей парафии, а так само об новых добродеях будовництва санктуария Божьей милосердности, за нас, доручаючи кожного по особку опецы Мати Божией Руженцовой, Твое на вороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молитвам нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюди, Панна Творебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, Утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас подавай. Дякую, великий, что приходите. Бога вас не было, да не было бы ни ушей такого Петренкова. Что бы было, как вас не было. Примите Божие благословение на целый ходячий пригожий тиждень. Желаю вам добро загореть, пока еще солнце такое пригожее. А потом, когда это загорим, уже змея дождь, чтобы Бог нам позволить. Пан с вами! Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас со смагами, будь нам аварой, собрать спокусы и постать слова Духа, покорно просим, нехай его знищить Богу, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут снують по свете. Помолимся за наших близких, померлых, за померлого Павла, благодать смерти, Ирину, Станислава, Ирину, Янину, Ангел Панский, звездовал Панне Марии. И зачала Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в перину смерти нашей. Божья слуга Панская. Нехай не станется по воле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных,
a Słowo stało się ciałem. и поселилась между нами. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися za nas, Święta Bogorodica. Как стали мы годными наказанием Христовым. Молимся, Всемогутный Вечный Боже, просим Ciebie, ulił nasze serce Twoją łasku, как мы, познавши про занёрское звествование утеловления Христа Twojego Syna, wraz Łuku Jego i krzyż byli dowiedzieni do chwały Mu воскрешения, wraz Chrysta, Pana naszego, chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Я была веку теперь и завсёды и на веки вечные. Аминь. Dobry Jezu, a nasz Panie, Дай им вечное спасение. niechaj odpoczywając u spokoju wiecznym. Аминь. Święty Boże, Святый Божий, Святый есть народный, zmiłuj над нами. Święty Boże, Święty Mocny, Święty jest narodny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty jest narodny, zmiłuj się nad nami. A pożarł od wojny i zarazy, barani nas Boża, a gratowa i niespodziewanej śmierci, ścieraży nas Boże. My grzesznika, Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boże. Номер 232. Найдется тебе Беларусь, за твоих дочок и сынов.